Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Тойр Пиров. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе рабочей поездки по городам и районам Сагдийской области ознакомился с ходом строительства металлургического предприятия компании «Таджикский металлургический комбинат» в Бободжонга в Фуровском районе. 9 июля президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе рабочей поездки по городам и районам Сагдийской области ознакомился с ходом строительства металлургического предприятия «Закрытое акционерное общество Таджикский металлургический комбинат» в Бободжонга в Фуровском районе. Согласно плану строительства, работы по возведению данного предприятия осуществляются в два этапа. Первый этап начался 1 апреля 2025 года. На этом этапе будет налажено производство железнорудного концентрата и окатышей, а его завершение запланировано на сентябрь 2027 года. Второй этап будет завершен в 2029 году. В его рамках планируется организовать производство железных брикетов с содержанием железа 90%, блюмов и арматуры. Предприятие строится на территории железнорудного месторождения Шухкадам. В рамках проведения дополнительных геолоразведочных работ австралийской компанией Wood были проведены исследования на 3 участках железнорудного месторождения Шухкадам, центральном, восточном и западном. По состоянию на сегодняшний день подтвержденные запасы месторождения составляют 59 миллионов тонн. Сырьевая база обеспечивает производство на ближайшие 13 лет только с одного участка. Соответственно, есть еще, это центральный участок, соответственно, есть еще участок западный и восточный. То есть в целом это сырьевая база на многие десятки лет. Также в планах компании заниматься изучением потенциала, и в целом обеспечением региона не только железорудного сырья, а также попутных компонентов. И этот проект имеет большое будущее, как экономический потенциал, так и социальный потенциал региона и страны в целом. Согласно плану разработки и добычи полезных ископаемых, в первые годы объем вскрышных работ составит до 12 миллионов тонн, из которых 2,5 миллиона тонн придется на добычу руды. Из этого объема будет произведено 1,1 миллиона тонн железнорудного концентрата с содержанием железа 63–68%. В дальнейшем 1,1 миллиона тонн железнорудного концентрата будет подвергнуто дополнительной переработке для производства окатышей. На втором этапе будет организована переработка окатышей, из которых будет производиться 850 тысяч тонн железных брикетов с содержанием железа 90%. На заключительном этапе железные брикеты с содержанием железа 90% будут подвергаться процессу плавки, в результате чего ежегодно будет выпускаться до 300 тысяч тонн блюмов и арматуры. Инвестором и застройщиком предприятия является Таджикский металлургический комбинат, а в качестве генерального подрядчика привлечена компания НЭЦ Китайской Народной Республики. Данная компания отвечает за организацию производства железнорудного концентрата, окатышей, блюмов и арматуры. Другим подрядчиком, участвующим в реализации проекта, является компания «Электротерм», одна из крупнейших компаний Индии, которая взяла на себя внедрение технологии производства железных брикетов с содержанием железа 90%. Компания осуществляет деятельность и сотрудничает более чем в 32 странах мира. Компания Лисен Китайской Народной Республики совместно с Таджикским металлургическим комбинатом является одним из основных подрядчиков строительства указанного данного предприятия. Австрийская компания СПС привлечена в качестве консультанта и отвечает за контроль качества строительных работ, качество оборудования, а также осуществляет технический надзор за строительством. Кроме того, совместно с компанией НЭЦ на территории месторождения запланировано строительство и ввод в эксплуатацию центра электроснабжения мощностью 90 мегаватт. Предприятие будет построено и введено в эксплуатацию в полном соответствии с экологическими требованиями и нормативами, а применяемые на нем современные технологии не будут оказывать негативного воздействия на окружающую среду. Следует отметить, что оборудование, техника, строительные машины и другие материалы, используемые при реализации проекта, полностью соответствуют мировым стандартам, а в произведенном процессе будут применяться самые современные технологии. Для обеспечения бесперебойной работы предприятия уже начато создание необходимой инфраструктуры. В частности, к настоящему времени положена высоковольтовая линия электроэнергии
электропередачи напряжением 220 киловатт протяженностью 14,3 километра с электрической подстанцией, а также водопровод протяженностью 17,5 километра с 4 насосными станциями. Одновременно начато строительство и расширение основной автомобильной дороги к железнорудному месторождению Шохкадам от поселка Сайхун протяженностью 20 километров. В настоящее время продолжаются горные работы по расширению дороги. К настоящему времени построено административное здание предприятия, а также для создания благоприятных условий проживания и отдыха работников и строителей подготовлены общежития, столовая и другие необходимые объекты инфраструктуры. В настоящее время строительные работы на предприятии ведутся круглосуточно. В них задействовано более 1200 местных и иностранных специалистов. После ввода в эксплуатацию первой очереди предприятия будет создано 900 постоянных рабочих мест, а после полного завершения строительства их число превысит 1500. При этом работникам будет обеспечена достойная заработная плата. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, напомнил, что в 2025 году в Таджикистан из-за рубежа была импортирована арматура на сумму $600 миллионов. Было отмечено, что теперь у нас имеется возможность наладить производство арматуры и другой железной продукции внутри страны. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил ввести в эксплуатацию первый этап предприятия до сентября 2027 года. Второй этап предприятия, согласно плану, должен быть введен в эксплуатацию до 2029 года. Глава государства поручил также ускорить строительство второй очереди предприятия, чтобы оно начало свою работу досрочно. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе рабочей поездки по городам и районам Сагдийской области в дистанционном режиме дал старт строительству предприятия по производству цемента в городе Истаравшан и предприятия по выпуску извести в Бободжон-Гафуровском районе. 9 июля президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе рабочей поездки по городам и районам Сагдийской области в дистанционном режиме дал старт строительству предприятия по производству цемента в городе Истаравшане и предприятия по выпуску извести в Бободжон-Гафуровском районе. В соответствии с поручениями и указаниями главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, закрытое акционерное общество «Таджикский металлургический комбинат» приняло решение построить и ввести в эксплуатацию на территории города Истаравшана Сагдийской области предприятие по производству цемента к 2029 году. В ходе строительных работ к сезонным работам будут привлечены более 1200 местных жителей, а после ввода предприятия в эксплуатацию для жителей региона будет создано свыше 850 новых рабочих мест. Проектирование, подставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, а также производство всего оборудования будет осуществляться в соответствии с контрактом, заключенным между закрытым акционерным обществом «Таджикский металлургический комбинат» и компанией «Синома» Китайской Народной Республики. Следует отметить, что компания «Синома» Китайской Народной Республики является крупнейшей государственной международной инжиниринговой корпорацией и входит в состав корпорации China National Building Materials Group. Кроме того, данная компания является одной из ведущих мировых организаций в области технологий производства цемента, оборудования и интеграции инженерных систем, представляет собой высокотехнологичное и инновационное предприятие Китая, а также является лауреатом отраслевых промышленных предприятий. С учетом современных технологий производства и используемого сырья, цемент, выпускаемый предприятием, будет полностью соответствовать международным нормам и стандартам, а производственный процесс будет осуществляться с соблюдением экологических требований и норм охраны окружающей среды. Производственная мощность цементного завода составит 1,2 миллиона тонн цемента в год. При этом технологический процесс будет включать полный цикл производства, от измельчения сырья до упаковки готовой продукции. Целью строительства данного предприятия является увеличение объемов производства цемента, обеспечение внутреннего рынка достаточным количеством этой продукции по доступным ценам, а также создание новых рабочих мест для населения. Строительство данного предприятия в современных условиях имеет важное значение, поскольку в Сагдийской области, как и во всех регионах страны, в связи с активизацией работ по созиданию и благоустройству, а также развитием экономики, значительно возрос спрос на цемент. В рамках реализации стратегических целей государства по ускоренному развитию промышленности и выполнения поручений и указаний президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в Сагдийской области реализуется еще один важный производственный проект – закрытое акционерное
акционерное общество «Таджикский металлургический комбинат» приняло решение до 2029 года построить и ввести в эксплуатацию на территории Бободжон-Гафуровского района вблизи месторождения известняка Сафедсанг современный завод по производству извести. Согласно проекту, новый объект будет построен на площади 10 гектаров, а его финансирование и реализация будут осуществляться за счет собственных средств закрытого акционерного общества «Таджикский металлургический комбинат» в рамках международного сотрудничества, проектирование, поставка, оборудование, монтаж и ввод в эксплуатацию производственных линий будут осуществляться в соответствии с контрактом с авторитетной компанией «Синома» Китайской Народной Республики. Компания «Синома» является одной из крупнейших инженерно-промышленных компаний Китайской Народной Республики и входит в состав государственной корпорации China National Building Materials Group. Годовая производственная мощность нового завода по производству извести составит 200 тысяч тонн. Благодаря использованию современных технологий и высококачественного сырья выпускаемая продукция будет соответствовать требованиям международных стандартов и обеспечит широкие возможности ее применения в различных отраслях промышленности. Вместе с тем, все производственное оборудование будет подобрано в соответствии с международными нормами в области охраны окружающей среды и требований безопасности производства, а в процессе эксплуатации предприятия вопросам снижения экологического воздействия и эффективного использования ресурсов будет уделяться первостепенное внимание. Реализация данного проекта будет способствовать не только развитию производственного потенциала страны, но и создаст благоприятные условия для повышения уровня занятости населения. На этапе строительства к сезонным работам будут привлечены более 500 местных жителей. После ввода предприятия в эксплуатацию будет создано свыше 150 постоянных рабочих мест. Продукция предприятия в первую очередь будет использоваться для обеспечения потребностей Таджикского металлургического комбината, в том числе в процессе производства железа. Вместе с тем, излишки производимой извести смогут удовлетворить потребности других промышленных предприятий страны, а в перспективе будут экспортироваться на зарубежные рынки. По мнению ответственных лиц, реализация данного важного промышленного проекта внесет значительный вклад в укрепление производственного потенциала страны, развитие металлургической промышленности, создание новых рабочих мест и расширение экспортных возможностей Таджикистана. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Бободжон-Гафуровском районе провел встречу с руководителями и активом Сагдийской области, а также работниками промышленной отрасли страны. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, говоря о строительстве одного из важнейших промышленных объектов страны, обогатительной фабрики по переработке железной руды акционерного общества «Таджикский металлургический комбинат», отметил, что реализация данного проекта означает не просто строительство еще одного промышленного объекта, а начало нового этапа развития горнодобывающей отрасли и создания основы национальной металлургии Таджикистана. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил искреннюю признательность работникам компании, а также всем партнерам, принимающим участие в реализации этого важного проекта, за их добросовестный и самоотверженный труд. Наша цель – последовательно преобразоваться из страны, добывающей минеральное сырье, в государство, производящее конкурентоспособную металлургическую продукцию, подчеркнул уважаемый Эмомали Рахмон. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, призвал всех предпринимателей и инвесторов эффективно использовать предоставленные возможности, активно вносить вклад в создание новых производственных мощностей, полную переработку отечественного сырья, выпуск конкурентоспособной конечной продукции и расширение ее экспорта. 9 июля президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Бободжон-Гафуровском районе провел встречу с представителями 3 крупнейших металлургических компаний Китайской Народной Республики. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере развития черной металлургии, производства цемента, извести, стекла, а также внедрения современных технологий. Было подчеркнуто, что сотрудничество с такими ведущими мировыми компаниями, в том числе с компанией MMC Capital Engineering and Resource Inc. Corporation, создает возможности для развития в Таджикистане производства конечной черной металлургии, цемента, извести и стекла с использованием современных технологий, увеличения экспорта промышленной продукции, создания новых рабочих мест и повышения конкурентоспособности национальной промышленности. В ходе встречи также были рассмотрены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Напомним, 8 июля президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе рабочей поездки по городам и районам Сагдийской области открыл ряд объектов в Бободжон-Гафуровском районе и городе Худжанд. Подробности у корреспондента телекомпании «Мир» Веры Исмаиловой. В Гафуровском районе и в Худжанде глава государства открыл как социальные объекты, например, оздоровительный центр, так и промышленные. Эмомали Рахмон также посетил свободную экономическую зону. Здесь воздух буквально пронизан ароматами бахчевых фруктов и ягод. Вокруг пирамиды и даже панно из урожая этого года. А на полу будто ковер, разослан из даров природы. Все это выращивают в Бободжон-Гафуровском районе. Здесь же лучшие сорта меда потомственный пчеловод Учелбой Хабибов демонстрирует самому президенту. Мед и луговой, и горный, одинаково целебный. Вот, пожалуйста, цветок шалфей. Это горный шалфей. Вот первый наш урожай мы взяли вот с этого горного шалфея. А второй уже там посмотрим, экспорт много был. В Файзабадском районе экспорт очень много был. Мы вот после этого мероприятия обязательно будем кашку делать. Здесь, кажется, даже воздух лечебный. Эмомали Рахмон открыл новое здание оздоровительного центра. В центре функционирует приемное отделение, спальные комнаты, отделение физиотерапии, кабинеты неврологии, гинекологии, а также сердечно-сосудистых заболеваний. Здесь работают профессиональные специалисты высокой квалификации, а медицинское обслуживание организовано в соответствии с современными стандартами. Параллельно развивается и промышленный сектор. Сразу два предприятия открыл глава государства. В Бободжон-Гафуровском районе это завод по производству муки для макаронных изделий. Он способен перерабатывать до 200 тонн пшеницы в сутки. На предприятии имеются здания мельницы с полным комплексом оборудования, склады для хранения сырья вместимостью 600 тонн и для хранения готовой продукции. Сегодня для жителей Бободжон-Гафуровского района незабываемый день. На открытие завода прибыл глава государства. Это большой стимул для всех работников. В последние годы открывается много предприятий, где есть возможность трудоустроиться домохозяйкам и вносить вклад в развитие экономики страны. А это уже свободная экономическая зона Сугд в Худжанде. Здесь глава государства открыл второй этап предприятия, на котором ежемесячно будет производиться 35 видов продукции. В том числе 250 малогабаритных электромобилей, 15 тысяч велосипедов и 30 тысяч различных игрушек. На экспорт пойдет 70% готовой продукции. Основные здания, механические, сварочные, упаковочные и покрасочные цеха объединены в единую производственную цепочку. Они оснащены оборудованием и технологиями нового поколения. Производственный процесс до завершения изготовления продукции осуществляется автоматически. Эти малогабаритные электромобили способны проехать до 100 километров после одной полной зарядки. Они производятся с грузоподъемностью более 1 тонны и 2 посадочными местами. По желанию потребителей с открытой и закрытой крышей. Особенность этого транспортного средства в том, что 70% локализации всего производства производится на нашем предприятии нашими специалистами. Учитывая сегодняшние рынки, мы стараемся производить конкурентоспособную продукцию, которая по цене ниже ввозимых товаров. Не только лично, но и дистанционно. В онлайн-формате Эмомали Рахмон сегодня ввел в эксплуатацию 8 различных объектов. Вера Исмаилова, Бахтувар Бахрулузада, Мир-24. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.